Ну что, валидольчик все выпили. Сейчас начнется самое интересное. На ковре начинаются поединки в 1/4. Уже 1/4 финала, да. До 57 килограммов. Уже 1/4 финала. Виктор Лебедев, Республика Саха. Виктор Лебедев. Исмаил Мусукаев, Дагестан, Кабардино-Балкарская республика. И Исмаил Мусукаев. Решающая схватка, без сомнения. Очень серьезный соперник у Виктора. Фу. Напомню, эти два борца встречались в финале чемпионата России В Дагестане. в Дагестане в 2015 году в Каспийске. И тогда очень сложную победу в очень важной схватке одержал Виктор Лебедев. Оживился зал, поддерживает Виктора. Давай, Витя. Мы желаем только удачи. Мы все болеем за тебя. Иван Иванович. Чемпион выходит на ковер. И Исмаил Мусукаев. «93-го года рождения Исмаил Мусукаев. Виктор Лебедев 88-го года рождения. На 5 лет младше Исмаил Мусукаев. Когда Витя Лебедев становился чемпионом мира, Мусукаев об этом даже не задумывался. Никогда, наверное, не думал, что будет бороться с Виктором Лебедевым на одном ковре и на таких престижных соревнованиях, как предолимпийский чемпионат России. Когда второй раз Виктор Лебедев становился чемпионом мира, уверен, для Исмаила Мусукаева Виктор стал кумиром. Да, ну а дальше Исмаил Мусукаев, наверное, хотел быть похожим на Виктора Лебедева, наверное, хотел достичь таких же результатов, и сегодня он выходит на ковер против Виктора Лебедева. На ковре ведут борец в красном трико, заслуженный мастер спорта Виктор Лебедев. Победитель призера чемпионата мира. Да, контролирует Витя. Победитель призера чемпионата Европы. Его соперник, борец в синем трико, Исмаил Мусукаев, Дагестан, Кабардино-Балкарская республика. Исмаил Мусукаев является вторым призером первенства мира среди юниоров, победителем первенства Европы, серебряный призер чемпионата России. Вся спортивная Россия следит за этой схваткой. Серебряный призер международного турнира Golden Grand Prix Иван Ерыгин. Цена победы в этой схватке очень высока. Ой-ой-ой, Мусукаев проходит в ноги. 2 балла. — 30 секунд до конца первого периода.
Давай, Витя, Витя, давай, давай, брать 2 балла, брать 2 балла. 10 секунд осталось. Что там, 2 балла дали? 2 балла дают. Исмаил Мусакаев недоволен. Говорит, что должны были 1 балл дать только за выход за ковер. Ну, сейчас посмотрят повтор. Давайте посмотрим повтор и еще 1 балл дадим Виктору. Вы сами слышите, как скандирует спорткомплекс «Триумф». Да, напряженно. Показывает повтор на большом экране. Посмотрим, что сейчас решат судьи. Да, долго. Совещаются судьи, наверное, 3-4 раза посмотрели этот повтор на большом экране. Да, ну, да, действительно, момент спорный, но надо ли было свистеть судье? Надо ли было свистеть судье? Виктеву по-любому 2 балла бы взял. Что решил судья? 2 балла. 2 балла, да, оценили на 2 балла прием Виктора Лебедева и дополнительно дают балл за то, что тренеры Исмаила Мусакаева бросили челлендж. Все верно, идем дальше. Нечего спорить. Второй период все решит. Остается 10 секунд в первом периоде. Я надеюсь, этот период... Да. Мы оставим за собой. Хотел сказать, да, завершается первый период. Счет 3-2. Вот это уже класс, да, вот это уже, конечно, это уже ближе к финалу. Вот это уже не будем мы... Вот это мы в утренних схватках говорили, будем следить за ним в будущем, да, будем следить за ним потом. Мы знаем, что он подрастет, мы знаем, что он наберется сил. Здесь нет такого, здесь все серьезно. Здесь все серьезно. На кону медаль чемпионата России, на кону Олимпийские игры. Ни много ни мало, да? Да. Это история. Схватки. Дальше с 1/4 финала все схватки, которые будут проходить здесь на ковре спорткомплекса «Триумф», все они войдут в историю. Еще долго мы будем вспоминать, да, наверное, всю жизнь уже любители борьбы будут вспоминать эти схватки, эти жаркие схватки. Защититься, Витя. 1 балл, 1 балл. 1 балл. Да. Заступ за ковер, 1 балл. 3-3 счет. Счет 3-3. Но несмотря на равенство на табло, ведет Исмаил Мусакаев, так как последним техническим действием при счете 3-3 выигрывает Мусакаев. Лебедеву в любом случае надо работать, в любом случае надо вытаскивать, в любом случае надо завоевывать балл. Остается 2 минуты.
Молниеносные выпады, да, у Исмаила Мусакаева. Дважды удалось ему пройти в ноги. Опять вот это движение. Обманное, да, финт и проход. Да, 1,5 минуты. 1,5 минуты остается. Виктор защищается. И сейчас уже надо Виктору атаковать. Уже пора. Чуть больше минуты остается. Но мы знаем Виктора, как он умеет брать баллы в нужный момент. Смотрим и болеем. Минута. — 50 секунд. Давай, Витя, давай. Предупреждение, да? 20 секунд. 20 секунд. — 35 секунд остается до конца схватки. Витя. Еще одна попытка прохода. Защитился Виктор. — 20 секунд. Стоять, Витя, стоять, стоять, стоять. Сколько секунд там? Предупреждение. Сколько секунд осталось-то? Да. 10 секунд остается. Да. Стоять, Да, 10 Виктор секунд, Лебедев. стоять, стоять. Стоять, Витя. 5 секунд, стоять. 3, Да, свисток. 4-3. 4-3. 4-3. Так, не поддаваться эмоциям, на провокации не поддаваться, Витя. Не поддаваться провокациям, Витя, да. Эту схватку мы победили, надо поднять руку и выходить с ковра. Выходить надо с ковра. Да, Мусакаев, езжай домой. Все хорошо. Надо успокоиться. Ни в коем случае зрителям не надо бросать бутылки на ковер. Это чемпионат России, это предолимпийский чемпионат России, дорогие Да, вот друзья. это нокаут, который мы ждали. Да, Надо сейчас терпеть, конечно, сейчас. Не поддаваться на провокации, действительно. Да, сейчас надо успокоиться, Вите. Вите надо успокоиться и выйти с ковра. Все, поднять руки и выйти с ковра. Семен Сергеевич Чердонов успокаивает Лебедева. Ну а там, видимо, идет какая-то потасовка. ОМОН стоит. Да, правильно, все правильно. Виктор, Виктор, зал скандирует. Исмаила Мусакаева успокаивают тренеры сборной Дагестана. Конечно, очень обидно Исмаилу, да. Обидно, но что поделаешь. Надо успокоиться, собраться и разойтись. Давайте поднимем руку Лебедеву и Счет на отпустим табло готовиться 4-3. к следующей схватке. Следующая схватка будет тоже очень напряженная и сложная.
А где арбитр ковра? Виктор Лебедев. Это только начало. Да, это только полуфинал. Виктор Лебедев вышел в полуфинал. Счет встречи 4-3. Опять же скажем. И сейчас следующий четвертьфинал. Вот последний момент показывает, как Исмаил Мусакаев хотел бы. Но это уже не спортивное поведение. Но это страсти. Мы все понимаем. Эмоции. Ну и сейчас Гаджимурат Рашидов. Я не думаю, что здесь какая-то сложная схватка будет. Здесь схватка будет попроще. До сих пор не может успокоиться. Да, в Санкт-Петербурге бывает пожестче. Но стоит отдать должное отряду милиции особого назначения. Все быстро, четко урегулировали. Никаких потасовок не вышло. Ну что, переведем дух, успокоимся. Есть комментарии?